Да, я счастливый человек. Для меня в любом случае движение – это жизнь. Самое дорогое и любимое – это встреча со зрителем. И главным источником нашего вдохновения, конечно, являются традиции и обычаи нашего народа, татарского народа, народа Татарстана. А мы лишь только транслируем со сцены и стараемся это сделать красиво, достойно и профессионально. Добрый вечер, дорогие друзья! Государственный орден дружбы народов ансамбль песни и танца продолжает свой жизненный путь на 86-м году. Нас часто сравнивают с кораблем, на котором есть талантливая команда матросов, есть штурман, другие профессии, и, конечно же, есть у нас капитан. Капитаном у нас будет долгие годы наш уважаемый директор, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Юрий Леонидович Жуков. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Леонидович, вы счастливый человек? Да, я счастливый человек. Я даже могу сказать, почему я счастливый человек. Наверное, потому что мне удается в жизни находить счастье в очень простых вещах. Наверное, поэтому я счастливый человек. Можно просто взять и на костре покушать свежевыловленную рыбу. И я с удовольствием променяю это блюдо на любое, другое блюдо из ресторана дорогого. Или просто босиком постоять на траве и послушать шум ветра или дождя. Какие-то такие простые вещи, они для меня очень ценны, важны. В них я и нахожу это простое, обычное человеческое счастье. Понятно. А какими качествами должен обладать именно директор? Я думаю, что по поводу корабля я, кстати, остановлюсь. И ваше такое вступление, мне оно действительно импонирует, сравнивать коллектив и его творчество с кораблем. Но я бы здесь все-таки внес маленькую небольшую поправку. В творческих коллективах, да, должен быть руководитель, должен быть капитан, безусловно, и он есть, но для меня это все-таки два человека. Это художественный руководитель и директор коллектива. Так повелось. Многие, кстати, раскрывая эту тему, я могу сказать, что останавливаются на одном руководителе, будь то это директор, будь то это главный режиссер театра, либо какой-то концертной организации, будь то художественный руководитель. Но для меня это два человека должны быть отдельны сами по себе, они должны вести отдельные направления. Художественный руководитель, большую часть, он должен отвечать за творчество для меня, а директор за административно-хозяйственную деятельность коллектива. Но они, два этих руководителя, действительно должны быть как один, как бы два в одном. Эти два человека – это как один капитан, совершенно точно, которые ведут этот корабль по этому сложному, очень творческому пути. Любая организация творческая, концертная, филармоническая, она оценивается, наверное, все-таки сценой. Все, что мы делаем на сцене, это самое главное. А мы лишь стараемся помочь создать те условия, чтобы наши с вами артисты, как вы выразились, матросы, и наша с вами команда очень достойно, красиво представляла то искусство, которым мы в данный, момент в этой организации занимаемся. Но в данном случае национальное пение, хореография, музыкальное искусство, искусство костюма и так далее. Всем тем, чем славен ансамбль, чем он занимается действительно эти 85 лет. Юрий Леонидович Жуков закончил Казанскую государственную консерваторию, Академию городского и муниципального управления при президенте Татарстана. И с 2004 года Юрий Леонидович работает в Государственном ансамбле песни и танца Республики Татарстан на должности директора. Юрий Леонидович Жуков характеризуется бережным отношением к кадрам,
удачным синтезом мудрости и опыта сотрудников-наставников с энергией и активностью молодежи. За период руководства Жукова коллектив государственного ансамбля достойно представляет татарскую культуру на международных фестивалях, Днях культуры Республики Татарстан, мероприятиях федерального значения. Осуществлены мультимедийные проекты «Хазине», «Мирас» и «Халкин Бездын Мирасы» в рамках присуждения грантов президента России, президента Татарстана и Министерства культуры Республики. Эти проекты – глубокая дань уважения и безграничной любви к песенной, танцевальной и музыкальной традиции в культуре татарского народа. Юрий Леонидович – заслуженный работник культуры Республики Татарстан, имеет множество грамот и наград, а также обладатель гранта правительства Татарстана 2009 года для поддержки лучших работников учреждений культуры, искусства и кинематографии в номинации «Профессионал». А что для вас важнее в коллективе – дисциплина или теплая атмосфера? Я думаю, что многие вот эти вот судьбоносные вопросы, которые вы мне задаете, они всегда имеют вот эту золотую середину. И в своей работе я тоже стараюсь придерживаться вот этой вот золотой середины. Безусловно, это и спокойная такая вот доверительная командная работа, с одной стороны. А с другой стороны, это, да, дисциплина, без которой, безусловно, ничего не делается и так далее. То есть вот все время баланс между некой, как сказать, какой-то такой строгостью, внутренним распорядком и вот какой-то такой творческой шалостью, если можно так сказать. А какое собственное достижение в вашей сфере деятельности вызывает у вас наибольшую гордость? Наибольшую гордость у меня вызывает то, что судьба позволила мне быть здесь вместе с коллективом многие годы, и коллектив доверил мне вместе с ним идти действительно по этому очень интересному маршруту, этому жизненному пути под названием «Государственный ансамбль песни и танца». Вот этим я и горд, что я имею возможность находиться здесь вместе со своими коллегами, соратниками, вот по этой очень интересной судьбе идти и участвовать, вот, наверное, это участвовать в судьбе ансамбля. Вот за это, наверное, я действительно горд, что я имею это право. А как вы относитесь к сплетням? К сплетням отношусь отрицательно, если совсем коротко. Я не вижу в них смысла. Пожалуйста, скажите, может ли быть полезным одиночество? Думаю, что да, одиночество совершенно точно может быть полезным. Всем оно должно быть нам полезным, начиная и заканчивая день вот в этом одиночестве, чтобы понять, что мы в начале дня должны сделать, и что мы в конце, подытоживая, вот смотря на звезды, либо уткнувшись, так сказать, как-то в подушку, я не знаю, просматривая свой день, вот это одиночество помогает нам, ну вот, оценить и понять, где мы сейчас находимся. И если это в этом смысле одиночество, я говорю, а не в одиночестве в плане того, что общение. Человек создан для общения и для жизни в социуме, но никак не в одиночестве. И вот такое одиночество я приемлю, а одиночество как один человек нет. А вам когда-нибудь случалось сделать что-то, что не отвечает вашим принципам? Ну, наверное, такой вопрос достаточно сложный. Все мы когда-то, наверное, какими-то своими устоями, принципами, наверное, жертвуем, делая что-то. Но думаю, чтобы вот эти вот как бы жертвы, они были не настолько сильны и не настолько трагичны для человека. Наверное, можно чем-то пожертвовать малым каким-то в чем-то, а в каких-то очень важных там стратегических моментах жертвовать нельзя. И человек принципиально, когда силен, это вызывает уважение. Вот сильные люди, принципиальные люди, они, ну, во мне, во всяком случае, вызывают вот уважение и почтение. Расскажите, пожалуйста, 5 качеств вашего характера. 5 качеств моего характера. Ну, мне бы хотелось, я тоже вот, скажем так, фантазирую, мне бы хотелось, чтобы мой характер помогал мне в жизни просто жить, чтобы он был все-таки сильным, чтобы он обладал или через обладание некими навыками, чтобы он как-то вот мог противостоять каким-то моментам
сложностям в жизни, каким-то проблемным вещам. Мне хочется, чтобы характер соответствовал моей натуре, чтобы он, одним словом, помогал мне жить. Какой он должен быть? Ну, наверное, талантливый, наверное, он должен быть самодисциплинированный, наверное, он должен быть творческий, этот характер, ищущий, движущийся. Для меня в любом случае движение – это жизнь. Движение, творчество, развитие. Вот такой должен быть характер у человека, я думаю, что... Ну, вы уже многого добились в своей профессии. Вы сочетаете в себе такие качества, как деловитость, принципиальность, и в то же время вы очень такой импозантный мужчина. Я так понимаю, что вы публичный и светский человек. Наверное, вот люди, которые возглавляют коллективы такого уровня, наверное, действительно, они должны быть публичные и светские, они должны быть, так сказать, поддерживать соответствующие отношения в обществе, так сказать, как-то о себе заявлять и так далее. На самом деле я не публичный, не светский человек. Ну, наверное, светский, но не настолько публичный, чтобы вот быть во всех этих, так сказать, сообществах светских, давать где-то интервью, заниматься какой-то кулинарией, там что-то еще, показывать себя, отдавать что-то от себя. Я просто занимаюсь вот ансамблем, любимым делом. Я нахожусь здесь, мне этого достаточно, чтобы быть здесь и сейчас. Мне это важнее, чем где-то. Возможно, это неправильно, но так устроена моя сущность, что вот я такой человек, просто такой. А возникало ли у вас желание начать все с чистого листа? Нет. Нет. Не возникало. И если мы говорим, кстати, о кадрах, для меня это тоже очень важный момент. Когда я разговариваю с людьми, с любыми, которые приходят в ансамбль, я никогда не смотрю на их слова. Мне очень приятно, кстати, иметь дело с людьми, у которых мысли, слова и действия, они всегда вместе, и они никогда не расходятся. Это очень большое качество, и если это качество, так сказать, вы мне задавали вопрос по поводу характера. Это тоже, вот я бы в копилку к этому характеру, к своему, к любому другому, я бы с удовольствием приложил. Человек получается очень ориентированный и очень гармоничный, когда он думает, говорит и делает. С этим человеком всегда легко и просто. А в части ансамбля я очень многое смотрю на людей, то, как, что здесь делает у нас с вами в ансамбле. Не то, как кто говорит, а тот, кто делает. И именно делает в копилку ансамбля. Вот это для меня очень важно. Для меня важный показатель – это, как мы говорим, наш ансамблевский человек, либо это случайный человек. Ну, вот так. У вас растет прекрасная дочь. Как отец, вы какой бы хотели видеть ее? Более умный или более добрый? Я хотел бы ее увидеть счастливой, здоровой и любимой. Прекрасный ответ. 85 лет – это большой рубеж для коллектива. Мы вспоминаем, что было, мы знаем, что у нас сегодня есть. А что дальше? Я уверен, что у коллектива, во-первых, очень большое и интересное будущее. Но действительно этого будущего не может быть без истории. И не может быть через большой интересный наш сегодняшний труд. Совершенно точно в коллективе на сегодняшний день накоплен колоссальный опыт по сохранению, развитию и пропаганде национального татарского искусства, и в частности и хореографии, песенного и музыкального искусства. И мы очень много уделяем вниманию костюмам и так далее. Основы вот нашей с вами сегодняшней жизни, я считаю, заложило прошлое и нынешнее поколение. И хорошо, что вот эта преемственность поколений, когда от одного поколения к другому передаются вот эти вот ценности и вот эти вот смыслы, это очень важно. Их нельзя записать нигде, ни в какой тетрадке. Ну, можно, наверное, но на самом деле искусство всегда передается здесь и сейчас. Нужно присутствовать. Нельзя хореографический номер либо песню записать в тетрадке. Ну, наверное, нотами можно, но передать ее основу, сущность, ее смысл, эмоциональный градус – это точно невозможно. Поэтому для меня очень важно в будущем вот сохранить эту, в первую очередь, преемственность поколений. Традиции в ансамбле очень сильны. Они, на мой взгляд, очень здоровые и здравые, эти традиции.
Вот эту преемственность поколений нужно сохранить. Нужно оставить все лучшее, а оно у нас есть. Мы называем наш с вами, так сказать, репертуар золотым фоном. Вот эти вот все номера, они должны остаться, и они должны передаваться. Мы иногда его еще называем неким для себя, так сказать, интеллектуальным, музыкальным каким-то там, так сказать, сундуком, да, мы говорим, вот творческим сундуком. Да, вот это важно. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, время идет, и мы не имеем права не прислушиваться к нынешнему звучанию, к нынешним ритмам современным. То, что сейчас свойственно, то, что сейчас витает в воздухе, и экспериментировать, меняться, но оставляя сущность свою, мы тоже должны. И одно не исключает другое. Мы иногда путаем и говорим, что либо мы вот в одну сторону идем, либо в другую. Здесь опять-таки для меня золотая середина. Должен быть и золотой фонд сохранен, и должны быть экспериментальные, интересные творческие работы. Это касаемо, что творчество, то, что нас с вами определяет. Конечно, для ансамбля в будущем, конечно же, наша с вами деятельность выражается в концертах и в гастролях, в наших выступлениях. Поэтому с удовольствием будем ориентироваться на наши гастроли, географию которых нужно расширять. Нужно расширять аудиторию, работать и с детьми, и с подростками. Но не работать, а выступать просто, находить новые формы взаимодействия, какие-то интерактивные, какие-то интересные, чтобы мы были интересны детям и молодежи. Вот для меня это тоже важный акцент в концертно-гастрольной деятельности. Мы сами должны свое, так сказать, творчество, возможно, в какой-то иной форме подавать. Но еще раз говорю, оставляя ее суть и сущность. Мне бы очень хотелось в будущем, я не знаю, сколько времени пройдет, а этот период уже настал, и мы долгое время живем на нашем, так сказать, родном корабле, чтобы наша материально-техническая база постоянно все-таки совершенствовалась, как-то ремонтировалась, пополнялась, капитализировалась и так далее, чтобы у ансамбля были простые, элементарные, хорошие, базовые вещи для репетиции, чтобы были просторные репетиционные залы, чтобы были индивидуальные классы для занятий, чтобы был интересный инструментарий, чтобы у нас были хорошие автобусы. Возможность, это как у хорошего рабочего, когда мы имеем с вами хороший какой-то, так сказать, инструментарий, нам и хорошо и работается. А когда мы не имеем каких-то, так сказать, подручных элементарных вещей, нам все это, так сказать, как-то сходит на какую-то самодеятельность. Мне хотелось бы, чтобы у профессионального коллектива с такой историей была такая хорошая, профессиональная, добротная база репетиционная. И все, что связано с концертами и гастролями. Конечно, кадровый вопрос – это один из самых главных и судьбоносных вопросов. Поэтому мы и последнее время воссоздали нашу студию, которая и была у нас вокально-хореографическая детская студия при Государственном ансамбле песни и танца. Для нас это, как бы банально ни звучало, это действительно кузница кадров. И здесь детишки с малых лет, видя нас, видя артистов, видя всю эту атмосферу, они просто пропитываются этим творчеством, они становятся самодостаточными, уверенными, у них появляется этот ресурс воплощения. Но если прямо приводить примеры, а они самые яркие и запоминающиеся, в начале студии здесь занималась Лейсан Хаметова. А потом Уфа, Институт культуры, и она у нас здесь, и из Народной артистки Татарстана, она сейчас является художественным руководителем. Это наши кадры. Милюша Фатахова, она тоже занималась когда-то в студии, а потом она стала артисткой, и долгий красивый путь она прошла как артистка, а сейчас она здесь у нас вместе с нами в нашей творческой команде. Есть и более молодое поколение, которое выросло из студии. Это и Айгуль Киямова, Руслан Хабибулин, Сэмбель Хаметова. Это одни из тех, кто составляет сейчас нашу, так сказать, основу танцевальной группы. Если говорить, конечно, об истории ансамбля, я неукоснительно не знаю как, но все-таки, обращаясь к истории, запоминал тех людей, которые стояли у истоков ансамбля. Колоссальная плеяда людей, выдающихся людей Республики Татарстан,
создавали творческие репертуары ансамбля в самых разных направлениях. В хореографии, в песенном искусстве, в музыкальном искусстве. Но две фамилии, два имени останутся они как бы навсегда. Они были первыми людьми. Это Зулейха Саттаровна Ахметова и Александр Сергеевич Ключерев, те люди, которые начинали ансамбль. Да, рядом с ними были их коллеги. Тогда ансамбль зарождался в стенах Татарской государственной филармонии, но именно они, на мой взгляд, заложили тот творческий фундамент, который мы сейчас имеем. Структуру ансамбля, его направление, стили работы, подходы к материалу, к этнографическому. Очень важно. Было же много сделано экспедиций, привлечены лучшие люди. Это, конечно, безусловно, это Гай Хаджиевич Тагиров, это первый балетмейстер, первый татарский балетмейстер, первый балетмейстер, главный балетмейстер оперного театра, который здесь оставил колоссальное наследие. Переходя от истории к сегодняшнему дню, совершенно уверенно и точно могу сказать, что в ансамбле сейчас сложился очень интересный, так сказать, баланс мудрости и новизны. Вот наша такая творческая команда, которая, с одной стороны, обладает очень амбициозными, молодыми творческими талантами, а с другой стороны, это колоссальная кладезь мудрости и опыта. Конечно же, это наша Раиля Мухаммедхановна Гарипова, Рашид Шакурович Мустафин, Нияз Рафисович Гараев, ученик Венеры Хасановны Гараевой, который перенял колоссальный опыт от хормейстера Венеры Хасановны, которая многие годы возглавляла хоровую группу. А сейчас уже Лейсан Рашидовна, художественный руководитель нашей детской студии вокально-хореографической при ансамбле. Айрат Ринатович, который имеет колоссальный опыт и прошлого, и настоящего. Худрук, который рожден здесь в ансамбле, это дорогого стоит, который прошел все, что связано с государственным ансамблем песни и танца. И он сохранил, с одной стороны, этот опыт, эти знания, с другой стороны, он очень живой, очень творческий человек, который все время находится вот в этом поиске чего-то нового, интересного, необычного. Это очень важно. Поэтому вот эта команда молодости и мудрости, она сейчас в наше время очень хорошо сочетается. Еще бы, конечно, я выделил направление в будущем по развитию ансамбля. Это, конечно, интернет-пространство. Для нас это вещь новая, для нас это вещь интересная, неизведанная. Мы все впитываем, мы всему здесь учимся. И, кстати, вот эта учеба и это вечное, так сказать, обучение и взятие чего-то нового на себя, это тоже, кстати, очень важная черта характера, которая должна присутствовать у нас в коллективе. Мы все время должны чему-то учиться или у кого-то учиться, ну и так далее. Вот это мы сейчас и изучаем, вот то интернет-пространство, которое должно быть. Задача такая, очень простая, чтобы ансамбль полностью был, так сказать, проецирован именно в этом интернет-пространстве. Вот, с одной стороны, сцена, натуральность, зритель здесь и сейчас, а с другой стороны, это мир интернета, где мы такие же, в таком же, так сказать, составе, со всеми своими, так сказать, творческими замыслами, выступления должны быть тоже там. Вот такая задача на будущее я вижу, чтобы мы и там были. Конечно, ансамбль – это колоссальный коллектив, самодостаточный корабль, но было бы совершенно неправильно сказать, что мы вот в этом плавании кругосветном либо творческом находимся одни. Совершенно нет. Во все времена к государственному ансамблю песни и танца с колоссальным вниманием и поддержкой относилось руководство республики. И в этом отношении мы всегда имели эту поддержку, это понимание. Конечно, мы очень плотно и тесно работаем с Министерством культуры. Это наш учредитель, это те наши, так сказать, руководители, с которыми мы непосредственно работаем и выполняем те или иные задачи. И еще, конечно, коллектив колоссально пользуется поддержкой, теплом и любовью нашего зрителя.
И надо отдать должное, что эта любовь, это понимание, это внимание нас всегда окрыляет, всегда поддерживает. Мы с удовольствием выступаем. И поверьте нам, вот это тепло, эта энергетика, она всегда в нас, мы всегда ее чувствуем, мы всегда ее помним, и это очень важно для нас. Самое дорогое и любимое – это встреча со зрителем, его тепло и его внимание. Уважаемый Юрий Леонидович, вы знаете, что хороший гость – это желанный гость, которого приглашают и которого ждут. Мы дождались интервью с вами, мы очень этого хотели. Большое вам спасибо, вас тоже с прекрасным праздником. И спасибо вам, что вы есть у нас во главе нашего шикарного корабля. Огромное всем спасибо за поддержку, за понимание. И вот такой большой дружной командой в такое же кругосветное путешествие.